Добрый день. В начале ноября, первой декаде ноября этого года в Санкт-Петербурге состоялось общее собрание Союза музеев России. Музейщики со всей страны, более 200 человек, собрались в Эрмитажном театре. На мой взгляд, это было грандиозное событие, потому что собрались люди, на плечах которых такой огромный пласт культуры нашей великой державы России, матушки. Произведения живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. То есть все пришли музейщики поговорить о своих вопросах и проблемах. Первое, что самое позитивное, на мой взгляд, это мы обсуждали предстоящий закон о культуре, который, предполагается, будет подписан президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Готовили поправки, изменения, обсуждали закон о культуре. Он действительно очень важный, он назрел. На сегодняшний день закон о культуре нужен. Почему? Во-первых, первая даже позиция, тот вопрос, который мы обсуждали на этом собрании, это вопрос защиты авторских прав. Сейчас появилось несколько таких фирм, которые на этом спекулятивно, используя какие-то двойные трактовки в законодательстве, хотят на музейщиков, пусть небольшие суммы, там, один иск рассматривался 161 тысяча на один музей, который использовал, значит, изображение Пименова и Дейнеки. На них вышли с судебным иском конторы якобы по защите авторских прав. Есть такая, значит, статья 1259 в законе. Это можно трактовать по-разному. И вот юрист Союза музеев нам четко, ясно, с точки зрения законодательства объяснил, в какие мы можем попасть ситуации, когда вот эта двойная трактовка закона может против нас сыграть. Вот. То есть разъяснил ситуацию. Для нас это очень важно, потому что сейчас наступило такое время, что демонстрации живых просто произведений в залах и привлекая наибольшее количество людей в залы музея, мы не можем охватить тот уровень зрительской аудитории, который в этом нуждается. Ведь в музей приходят, ну не секрет, приходят примерно те же самые люди, заинтересованные, понимающие в искусстве, друзья друзей. Ну, то есть контингент примерно один и тот же. Они ходят, им интересно. Но ведь появилась категория людей, которые живут в виртуальном мире. Да, они четко отслеживают сайты, они новостные страницы просматривают, Facebook, Instagram, Twitter. Соцсетей очень много стало. И информации там очень много. И мы вот у себя в музее пытаемся в этих соцсетях присутствовать. То есть мы информацию вчера, мы замечательную выставку открыли к 75-летию Союза театральных деятелей. Потрясающая выставка. Народу было много, все было хорошо. Но ведь ограниченное число людей, которые посмотрели живьем на эту выставку, это же мало. А ведь желающих посмотреть гораздо больше. Кто-то не имел физической возможности приехать в город Чебоксары, где-то там у себя, находясь в районе. Если у него будет доступ к материалам этой шикарной выставки, это же здорово. Значит, наша задача со своими интересными материалами прийти к нему в дом. Через соцсети, через какие-то порталы. Вот мы на своем сайте выставляем всю информацию. Фотографические материалы, там, альбомы сразу выставляем после мероприятия, текстовые материалы. Вот. И опять-таки пытаемся через социальные сети. То есть идем к зрителю сами. Время такое наступило, потому что сейчас на самом деле мир, вот нам говорят, с Нового года телевидение перейдет в цифровой формат. Все так. Особенно люди пожилые. Вот сейчас идет очередное выкачивание денег с народа, вот это значит какие-то декодеры, цифровые приставки надо делать. Наверное, существует эта проблематика, и не надо списывать со счетов, но тем не менее, это говорит о том, что наступает другая эпоха. И вот мы незаметно, может быть, незримо для нас, вот переходим в новое качественное состояние. Ведь это не просто меняется формат, это на мой взгляд, меняется сама форма подачи материала, информации. Вот способ ограничений, что вот этого нельзя делать, вот этого нельзя делать. Вот у нас на входе в музей, да, висит перечеркнутый фотоаппарат. Да, нельзя фотографировать в залах музея. Ну да, со вспышкой нельзя фотографировать.
Но мы не делаем запрета, допустим, для телефонов. Пожалуйста. Там нет вспышки, там нет физического воздействия на произведение искусства такого, влияющего на сохранность произведения. То есть надо искать варианты. То есть ограничениями решить вопрос, на мой взгляд, тут вопрос возникает. Ну, нужен как можно больший доступ к материалам, потому что вот уже сколько музеев, я знаю, Лувр уже выставляет в оцифрованном формате почти всю свою коллекцию. Общий доступ. Не только цифровые изображения плоскостные, но есть программы, которые позволяют по залу Лувра в 3D путешествовать. Они идут впереди, то есть на полшага, но они впереди. У нас эти программы пока, к сожалению, да, есть у нас робкие попытки. Конечно, понятно, что это стоит больших денег, но это надо делать. Потому что, ведь как в «Алисе в стране чудес», для того, чтобы хотя бы как минимум стоять на месте, надо очень быстро бежать. Если мы уже будем стоять на месте, то мы катастрофически отстанем. То есть вот попытки бежать чуть-чуть на полшага хотя бы впереди вот этих ситуаций, они оправданы, особенно в наше время. И вот пообщавшись со своими коллегами, музейщиками из других регионов, мы, на мой взгляд, утвердились в мысли, что вот те направления, которые мы выбираем сейчас вот в нашей музейной работе, они правильные. Их надо действительно осуществлять. И еще очень приятный момент в моей жизни произошел в Санкт-Петербурге. Кумир музейного дела – это, конечно, Антонова Елена Александровна. Вот музейщик, патриарх музейного дела. И вот когда я ее слушал, ее выступление, ты понимаешь, вот насколько она глубоко понимает искусство, пусть это действительно вот такой пласт людей, которые вот на фундаментальном таком классическом искусстве зиждется. Но мне всегда хотелось ее живьем увидеть и соприкоснуться. Так вот, мне в эту поездку удалось не только пообщаться с ней, но и получить автограф. Для меня это очень важно. Вот живьем увидеть этого человека, пообщаться с ней. Для меня это было важно. Вот. Также, конечно, выступление Петровского и многих других музейщиков. Ну, то есть вот то событие, которое было в Санкт-Петербурге, оно, на мой взгляд, очень важно для нас, для музейщиков. Мы все три руководителя наших музеев государственных, Меньшикова Ирина Петровна, Токмаков Александр Николаевич, и я, мы втроем были на этом собрании. Ну и культурный форум, к сожалению, мне не удалось принять на всех мероприятиях участие, но тем не менее вдохнуть воздух Санкт-Петербурга, походить по некрополю, поклониться нашему великому выдающемуся Бичурину, деятелям искусства, Петру Ильичу Чайковскому, Достоевскому, Куинджи, то есть художникам, великим людям. Да и вообще Санкт-Петербург, он обладает особой харизмой, особым внутренним миром. Вот. Ну вот в свое время Петербург назвали окном Европы. Почему? Вот если так просто задаваться вопросом, ведь не только потому, что через Петербург открылся доступ к рынкам европейских стран. Не только потому. Пошел культурный обмен. Я не говорю о том, что в наше время надо все, что нам предлагает западная цивилизация, надо брать без ревизии, просто на вооружение. Нет, конечно. Нужно рациональное то, что там есть, а там действительно очень много рационального. Там очень много передовых идей, которые надо очень мудро используя положить на нашу почву. И можно получать очень хорошие, серьезные результаты. На мой взгляд, их надо использовать. Вот. То же касается современного концептуального искусства. Такое тотальное, полное отрицание этого явления, оно ни к чему хорошему не приведет. Ведь авангард, который был, в общем-то, остановлен на бегу, вот авангард как российское явление, ведь есть сейчас целая плеяда искусствоведов, которые возводят вот авангард на самые высокие пьедесталы и говорят, что это было, в общем, таким явлением. Это был очень хороший, серьезный поиск. Вот. Но прошло ведь сколько, почти столетия, когда вот это явление у нас возникло. Но вот сейчас в наше время возникают новые течения, инсталляции, видеоряды,
новые формы, перформансы какие-то. Я не сторонник все принимать за чистую монету. Да, там есть вещи, с которыми я не согласен, но это не говорит о том, что в принципе это не есть эксперимент, это не есть попытки найти новые формы в искусстве. Ведь искать, развиваться, находить новые пути. Опять-таки повторюсь, чтобы хотя бы как минимум оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Вчерашнюю выставку. Вот, мы вчера открыли в музее замечательную выставку, посвященную Союзу театральных деятелей. И вот в момент открытия я для себя определил такое это не странная закономерность, это закономерность, которая в театральном искусстве используется совершенно другой вид смешения цветов, нежели в живописном. В живописи вычитательное смешение цветов, в театральном искусстве слагательное. То есть в корне другой принцип формирования пространства. Вот, и даже сама среда, вот, творческая среда вот, на вчерашней выставке, она отличалась. Вот, зритель был вовлечен не просто в плоскостные какие-то изображения, не просто вот в этом зале, но вот в этом каком-то театральном пространстве. Это было другое состояние. Вот говоря о том, что надо искать новые формы взаимодействия со зрителем, вот как раз вот тоже подача материала в среде. И к тому же, вот вчера еще было 2 дефиле с участием костюмированных ансамблей художественного училища. Ведь вот эти вкрапления, они как бы незначительные на первый взгляд, но они украсили вот это мероприятие. Они, во-первых, внесли особый колорит в само зрелище, во-вторых, они помогли презентовать вот эти сами костюмы. А ведь дети там сидят в училище, они месяцами шьют эти костюмы, а показать-то вроде негде. И ведь здесь можно себя поймать еще на одной очень интересной мысли, что вот мы часто обращаемся на открытиях выставок к музыкальным коллективам. Ну, как правило, мы, значит, с классикой сотрудничаем, они всегда отзываются на наши просьбы. Вот. Но коллективов действительно очень много. Есть молодежь, вот музыкальное училище, сколько готовит специалистов, также есть камерные коллективы, которые, на мой взгляд, хотели бы тоже такой же реализации своих каких-то музыкальных произведений, концертной программы, целые концертные программы, которые они делают, им, ну, грубо говоря, где-то ведь надо прокатывать. Не просто репетиция, это провести концерт. Искусство оттачивается от раза к разу. Вот не зря же вот я каждое утро прихожу и пишу этюд, ведь не только для того, чтобы написать сам этюд, а чтобы рука, как у скрипача, она чувствовала, и чтобы глаз тоже не замыливался. Так вот, то же самое музыкально в коллективах. Им нужны вот эти концертные выступления. И, на мой взгляд, нужно будет нам, уже музейщикам, не просто сидеть, ждать, пока они придут и возжелают принять участие. Наверное, действительно, в зависимости от того, какая выставка будет у нас, и уже искать взаимодействие с теми или иными коллективами, в зависимости от предполагаемого материала выставочного. Вот здесь вот тоже еще один из таких векторов развития нашего музейного дела. Он приукрасит, он обогатит само событие. И к тому же, опять-таки, видеоряд, который пойдет, там будут те же самые соцсети. Вызовет, на мой взгляд, к музейному пространству особый интерес. Тоже вариант один из вариантов взаимодействия с творческой интеллигенцией, с творческими людьми города. Так что вариантов действительно очень много. Надо идти, находить, взаимодействовать. И питерские музеи тоже уникальные. Вот когда идешь по Эрмитажу, наблюдаешь часто такие сцены. Сидящие на полу детишки что-то чиркают в альбомах. Вот это наталкивает на очень интересные мысли. Если творческих людей с самого раннего возраста не вовлечь вот в это пространство, они будут реализовываться в другом. Кто-то в бизнесе, кто-то в маркетинге. Бесспорно не реализуется. Но ведь в каком-то
заложен художник априори, а способов реализации не так много. Вот мы уже в прошлый раз говорили о том, что да, есть у музея через союз художников точки соприкосновения с молодыми дарованиями. Но это мы затрагиваем категорию профессиональных художников. Ведь многие, которые получают образование, даже первоначальное образование получают, но дальше в силу каких-то обстоятельств они просто не развиваются. Тут это целая череда вопросов, которые надо решать. Во-первых, вот есть такие, так называемые, в наше время были кружки по интересам. Собирались бабушки, взяли макраме. Или там поэтические кружки какие-то собирались. То есть кружки по интересам. То есть первейшее условие – это возможность собираться где-то людям, у которых одни и те же интересы. Место. Вот в нашем музее как-то вот, такой академический музей, кажется, основное здание. Вот театралам повезло. У нас есть место, где вот театралы, такие любители, собираются. Вот. И они репетируют, какие-то там эксперименты делают. Это здорово. А вот у нас есть Центр современного искусства, который в следующем году закроется на ремонт, и после ремонта там как раз будут так называемые зоны активных видов деятельности для как раз вот такой творческой молодежи. Нами был в этом году выигран грант главы республики, где как раз вот эта форма работы, она затронута в самом гранте. Там и материалы заложены, и оборудование, и само направление, сама концепция, сама идея, она заложена в этот грант. И мне кажется, как раз вот сидящие на полу в Эрмитаже детишки натолкнули на очень хорошую мысль и на очень хороший вектор развития нашего музея, как работа с людьми, не состоящими в профессиональных сообществах. То есть вот союз художников. Да, он не член союза художников, соответственно, у него нет определенных преференций, он не участвует в больших выставках, у него нет мастерской. Но желание творить есть. Вот. Для этого ему нужно предоставить какие-то элементарные условия, возможности. Место, материалы и единомышленники. Все. Достаточно, в принципе, казалось бы, какие-то простые вещи, но их надо решать. И вот как раз мы в Центре современного искусства в следующем году нацелены решить ряд вопросов, связанных вот как раз вот с этой проблематикой. На самом-то деле, вчера мы со своим другом обсуждали такой, не банальный вопрос. У него встала проблема, его ребенок в телефоне уходит в игры. Ребенку 11 лет. И все, интерес уходит из... Он не хочет, нет особого желания учиться, спортом заниматься. И ему интересны игры в телефоне. Проблема? Действительно проблема. И вот если мы не будем заниматься решением каких-то простых, элементарных вопросов, люди найдут чем заняться вне этого социокультурного пространства. А это уже мы потеряем целый пласт населения. Это будет, в общем-то, беда. Лучше уж пускай люди занимаются любимым делом. Так что, на мой взгляд, то, что вот мы в следующем году на базе Центра современного искусства хотим осуществить, это благая задача. Любое общество на современном этапе, оно развивается. Любое, абсолютно любое. С той лишь разницей, что, во-первых, темпы развития разные, и векторы, в котором движутся эти общества, тоже имеют свои определенные особенности. Так вот, на мой взгляд, наша страна развивается. И динамично развивается. Вопросы есть, но самое важное, что нерешаемых вопросов нет. И вот здесь вот в решении многих вопросов, социально-культурных вопросов, миссия культуры, на мой взгляд, занимает особое место. Потому что любую проблему можно решать разными путями. Но для того, чтобы решать проблему, нужно ее, во-первых, обозначить.
разобраться в этой проблеме, расставить все точки над «и», наметить пути и выйти из этой ситуации. И наметить направление, нужное направление, должное направление. Но и без культуры как таковой, как вот такого морально-духовного явления, без желания творить, позитивного развития, на мой взгляд, невозможно. Потому что, имея великую историю выдающихся мастеров Пушкина, Достоевского, Айвазовского, Врубеля, обладая таким мощнейшим духовным багажом, на мой взгляд, есть мощнейшая платформа, которая нам позволяет идти вперед, намечать, ставить задачи и как высокодуховные сущности идти вперед именно вот в этом ключе, социально-культурном ключе, без шараханий, без каких-то фальшивых лозунгов. Вообще человек образованный, он гарантированно меньше подвержен ложным идеалам, потому что знание настоящих ценностных ориентиров, оно помогает человеку принимать правильные решения. А намеченные цели и задачи, они без культуры, без вот этого знания своей великой истории и знания, куда дальше и как развиваться, на мой взгляд, невозможно. И, по-моему, все достаточно просто. Опираясь на свой мощнейший фундамент, материальный и духовный, видеть, в какую сторону развиваться и с помощью каких ресурсов это делать. А одним из мощнейших ресурсов, на мой взгляд, является культура.